Вечерний чай вдвоем, При при свечах. свечах. Определись, Маша, или дырочки, или ямочки. Это очень много значит для выпечки. Момент такой, что мы режем пирог, Маша режет пирог. И я серьезно спою. Здравствуйте, друзья, товарищи. Всем привет. Сегодня у нас такой сладкий вечер. Маша напекла пирог, сладкий сахарный пирог. Угощает меня сладкими вещами, сладкими вкусностями. Вот. Пока ждем пирог, потом зажжем свечи и будем пить чай на двоих. Чай вдвоем, вечерний чай вдвоем, при свечах. Вот так. А пока ждем, пока пирог остынет, я вам, друзья, мы с Машей предлагаем вам посмотреть, как этот пирог делался, испекался. Небольшой рецептик, все же, опять же, плюс, может кому-то понравится такой рецептик. Вот. Смотрите, а потом в конце опять вернемся к нашей вечеринке. Будем вспоминать нашу молодость и все такое. Вот так. Всем приятного просмотра. А мы ждем, когда остынет наш пирог, чтобы зажечь ароматизированные свечи. Ну да. Очень красиво, чтобы было. Нет, так. Свидание нужно, хоть и на кухне Романтическое. устроить. Да. Раз невозможно куда-нибудь в ресторан сходить. Все, поехали, друзья, смотреть небольшой рецептик, видеорецепт. Всем здравствуйте. Мы сегодня вечером опять собрались с Сергеем готовить вкусненькое. Так что попробуем пирог. Сладкий пирог, наверное, так называется, да? Да. Сахарный пирог. Сладкий пирог. Всем привет, друзья. Еще раз. Это сахарный пирог. Маша меня хочет угостить. Романтический сладкий ужин сделать. Вот, сейчас вкратце расскажет ингредиенты, что она подготовила. Так, значит, молоко тепленькое, 200 миллилитров. Так, сахарный песок, 2 столовые ложки. Дрожжи, 2 чайные ложки. Это сделаем для того, чтобы проверить дрожжи, как работают. Опара, или как называется правильно вроде. На 5 минут в сторонку оставим, посмотрим, как дрожжи будут работать. Берем, значит, 2 яйца, масло 120, мягкое масло, муку полкилограмма и соль, пол чайной ложки. И это все размешиваем. Это будет у нас, вы будете смотреть по ходу действий. Для начала делаем опару, теплое молоко, 200 грамм, как уже сказала Маша, и добавляем туда сахар и дрожжи. Сколько грамм, я уже забыл. 2 чайные ложки. 2 чайные ложки дрожжей. У нас сухие дрожжи, там некоторые другие дрожжи ложат. Главное, чтобы дрожжи работали. Вот сейчас и покажет опара. Будут рабочие дрожжи или не рабочие. Они немножко должны шапочку. Дрожжи должны заиграть, я так понял. Так ведь правильно? Да. Поставим это все на 5 минут. Вот эту раствор с дрожжами. На 5 минут отложим в сторонку и подождем. Дрожжи у нас показывают, что можно дальше готовить тесто. Заиграли. Да. Дрожжи заиграли. Замешиваем тесто, так сказать, уже основное. Так, добавляем яйца.
Так, кладем масло. Масло такое мягкое. Не растаявшие совсем, да, ведь, Маша? Да. Я немножко там дополняю чуть-чуть. Ну, чтобы правильно было. И добавляем соль. Так, это все размешаю. Все это размешиваю. Масло. Это размешали масло. Сейчас кладем муку. Мука уже просеянная. Потихоньку размешаем. Сделаем тесто. Где-то мука, наверное, 470 грамм. Как-то так. А что там, и 30 грамм-то? Ну, это полкило? плюс-минус. Полкило. Плюс-минус. Полностью добавила. Вон тесто. У меня такое получилось. Вот такое тесто примерно. На 50 минут я кладу Это теплое местечко. Пусть поднимется. все, ждем наше тесто, пускай поднимается, доходит. Ну вот, прошло 50 минут. Наше тесто поднялось такое. Ну да, приподнялось же. И сейчас мы будем перекладывать это в форму. Форма наша простая, неразъемная. Эту форму будем сейчас перекладывать. Наше тесто такое. Ну да, такое пористое тесто, да? Очень пушненькое получилось. И сейчас это все Маша разравнивает. И еще на 20 минут пусть поднимется еще это тесто. Это уже прямо форма будет подниматься, да? Да. И тоже в тепленькое место, да? Или прямо здесь? Пусть пока здесь и постоит. А может теплое место, нет? Нет. Вот Спорить это. не буду я с хозяйкой. Маша сказала, здесь пускай Да, постоит. постоит еще 20 минут. И потом начнем делать посыпку. Да, Сверху. присыпку. Или посыпку, или Ксюша вообще. Ну, присыпку. Да. Присыпку сверху сделаем. Сейчас еще. Пока вот это будет 20 минут делать, стоять, Маша будет делать присыпку. За 10 минут до... Ну вот сейчас 20 минут должно пройти, так ведь. 10 минут пройдет, и мы включим духовку на греться на 180 градусов. Да. Вот так. Подготовим сразу. Да, чтобы уже время не тянуть. Угу. Вот такая Маша улыбается у меня. Ну да. Сейчас начнем делать посыпку. Значит, 120 грамм сахарного песка кладем. Так, и масло. Ну, масло мягкое, уже размягченное такое. Да. Но не растаявшее. И добавим ванилин. И это все размешаем. Это надо сначала Чтобы было- руками надо, нет? Или так? Чтобы была однородная масса. Ну, такая рассыпчатая масса получится. Это все постепенно размешаем. Сейчас, когда будет готовым, я уже тогда включусь потом. Ну вот, примерная консистенция этой посыпки такая. Сахар размешанный с размягченным сливочным маслом. Вот такая примерно. Это будет посыпаться на пирог, я так понял, да? Сверху, да. Вкуснятка скоро будет готова. Сверху посыпаться будет на пирог. Ну вот у нас тесто. Еще
поднялось. По второму разу это получается, да? Да. Минут 20 прошло. И сейчас Маша делает такие ямочки. Дырочки буду делать. Дырочки или ямочки? Ямочки, дырочки. Ты давай определись, Маша. Или дырочки, или ямочки. Это очень много значит для выпечки. Скажи. Я не знаю. Ямочки или дырочки. Да я У меня шучу сквозные уже. дырочки Да я не получаются. шучу. Вот. Какая разница? Ямочки, дырочки. Ну, вернее, есть большая разница. Дырочка это насквозь, а Прокаливаем ямочки вот это это всё. ямочки. Но Маша решила сделать узор. Вот такой узор получился. Ну вот. Вот такой красивый узор, да. А сейчас вот эту посыпку сюда. Посыпку, сахарная посыпка, стертая с маслом, Да. распределяет на этот пирог. Сейчас, если получится, у меня поснимаю поближе. Вот так осторожненько потом это все разровняет. Ну, пирог поднялся, я не знаю, как будет испекаться, но он поднялся здорово. Пышный такой получился. Так, это все потихоньку все распределим. Аккуратненько, не спеша, это все распределяет Маша. Не надо спешить в этом деле. Потому что сахар с маслом такое вязкое немножко. Ну вот, друзья, такой палочкой для суши Маша это все разровняла, нашу присыпку. И вот так выглядит. Не спеша нужно это делать. Главное еще, чтобы комочки мелкие были, не крупные. А теперь нам осталось это тесто отправить в духовку на 25-30 минут. Духовка уже у нас. У нас между уже делом. готовая, да? Мы заранее уже включили духовку. Все, сейчас Маша отправит. Айда в духовку, наша вкусняшка. И засекаем время. Да. Где таймер? Все, зарядили наш таймер на 25 минут. А потом уже, там 25-30 сказано, давай. 25-30, да? Да, но мы после 25 посмотрим. Так, закончилась рекламная пауза. И мы вытаскиваем, прошло значит 25 минут. И вытаскиваем на пирог. Смотрим, что. Ух ты, немножко тут подгорело даже, да? Не, подгорело. А это цвет просто такой от сахара, наверное. Сейчас мы это еще будем поливать сливками. Да. Сливками. Осторожненько, чтобы оно постепенно впиталось сразу на горячее. Надо это взять с вороночкой, а то у тебя сразу моментально впитываются сливки. Это для нежности. Сейчас еще отправляем на 10 минут в духовку. А, еще на 10 минут, да? Да. Меня вот этот цвет что-то пугает, вот этот. Ну и пугает. Просто надо... Нормально, да? Да. Ну, сахар это карамелизировался. Карамелизировался. Угу. Так. 10 минут отсчитываем от с этого времени. Все. Время пошло. Время пошло. Ну все, друзья. Время че. Вытаскиваем наш пирог. Получилось, не получилось. Ну, посмотрим, короче говоря. Выглядит нормально. Пышненько, вкусненько. Сейчас ждем, пока этот пирог остынет. Так ведь, Мария? Да. Мария сегодня меня пирогом почует. Впрочем, как всегда, не буду лукавить.
вкусняшками меня балует постоянно. Ну что, друзья, момент такой, что мы режем пирог. Маша режет пирог. Вкусняшку нашу. Пирог пышный. Аромат стоит невероятный дома. Очень вкусный. Свечки такие вот горят, не знаю, кадры есть или нет. Вот эта свечка еще фиолетовая, еще не видно. Ой, сейчас вот эта фиолетовая еще свечка. Вот это. Пирог, кусочек мне. Все испеклось. Я боялся, что не испечется, все испеклось, все нормально. Ниже чуть-чуть, все нормально-то. На блюдечко мне. Ну, там пирог. Да. Какой пышный, какой. Пышный, вкусный, да. Да. Сочный он, со сливками, да. И мягкий, да. Да. И еще горячий, я не стали ждать. Очень уже хотелось там покушать такой вкусняшки с чаем. Вот. Не знаю даже где. Вот. Второй кусок Маша себе. Сегодня такой у нас ужин к чаю на двоих. Ну, тоже нормально такой. Романтика присутствует в нашем деле. Давай. Ну да. Все вкусненько. Все испеклось. Так. Ну все, садимся. Ну что, пробуем. Давай-ка, Маша, ты сначала посмотри. Или я проверю. Вместе. Вместе, давай вместе. Пышный пирог. Вкусный. Пышный. Вкусный, пышный пирог. Сахарный называется. Мягкий, пышный. Вкусно. Очень, да. Очень вкусно, мне понравилось. Вот у нас такие свечи зажжены. Такой романтический вечер. Думаю, нетрудно всем это, сейчас, тем более, время такое, нельзя никуда ходить, там, в рестораны, да что-то. Взял дома сидеть. Вот такой деревенская романтика у нас тоже присутствует. Свечи горят. И запах приятный. Да, аромат такой Персик. классный. Это не знаю, какой запах, но это персиком пахнет. Если честно, в молодости не так сильно мы романтикой увлекались. Но как? В молодости же как? В молодости у нас романтика другая. Погулять, например. Помнишь, до утра гуляли на мотоцикле. Даже Маша давала управлять на мотоцикле. Я сзади сидел, трясся как мышонок, чтобы она никуда не стукнула. В нашей юности-то все надо так, у всех надо было. Все катались, всем девушкам хотелось самому себе порулить. Да. Маша говорит, дай порулю. Я давал иногда порулить. Вот. А сейчас вот такие вечера у нас. Чай вдвоем называется, с пирогами, с пирогом вкусным. Да, пирог вкусный. Детки вот приезжают на выходные. Им Да, тоже будем. испекем. Ждем на эти выходные наших детей. И тоже будем там какую-нибудь вкусняшку Маша испечет обязательно. Не знаю, как камера вот снимает, потому что у меня, друзья, с камерой проблемы. Наверное, заметили в моих видео, камера постоянно фокус теряет. Автоматически теряет фокус. Сама что хочет делает. Я не знаю, что случилось, куда сдавать, куда обращаться, даже и не могу сказать. Может, сейчас даже снимает мутно, мы не знаем. Да, мутно. Да? Мы смотрим, мутно, не мутно. Вот. Что еще сказать? Пирог получился Вкусный. что надо. А свечи какие? Классные, да? Пирог получился. Свечи красивые, да. Нужно вот свет выключить. Если свет выключишь... давай выключим свет, чтобы понятно было, как красиво свечи горят. Давай выключим немножко. Покажем еще.
О, а нас не видно, Маша. Все, кранты. Да. Но. А, немножко видно. Алло, Так что? мы здесь. Так что мы здесь, да. Вот такие свечи горят. Камера, когда выключится, мы оставим эти свечи. Свет не будем зажигать. Тебя почему-то видно, меня не видно. Поближе ко мне свечку поставил, вот эту хотя бы. Нет меня. Я так-то не вампир, но все равно не видно мне. А, все, есть. Очень красиво все. Да, вот так. Вот так, друзья. Ну, как-то неудобно, вы нас не видите. Машу-то видите, меня не видите. Я хочу, чтобы меня тоже видели. Да. Ну что, рецепт показали немножко. Включи, пожалуйста, Маша, свет. Это со зрителями неудобно, действительно. Красота, конечно, но лучше уже потом, уже без это самое, когда уже камера не будет работать, уже свет выключим, да посидим. Налюбуемся друг другом. Вот. Ты же у меня одна. А точно, давай я тебе песенку спою. Я серьезно спою. Ну, за зрителями Хотя, послушаем. да, голоса и слуха у меня нет, но такое вот желание романтическое возникло вдруг спонтанно. Я спою, если слова не забуду. Слова, ну, иногда забываю, иногда нет, но у меня в голове эта песня. Мне нравится эта песня. Это песня Юрия Висбора. «Ты у меня одна» называется. Ой, сейчас сосредоточиться надо, друзья. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами, винее провода, в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, ты у меня одна, словно в ночи луна. Словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Поцелую тебя. Спасибо. Ну, слова забываются, это песня молодости, я как-то привык к этой, ну, запомнилась мне эта песня еще. Ну, браво. Все, спонтанно спел, так, не судите строго, вдруг так Молодец, браво. захотелось спеть. Ну, вот, Он... а как не спеть, потому что постоянно меня Маша, ну, без Маши, как бы, я ноль немножко. Вот так. Ну, что еще? Вот такой у нас романтический вечер. Свечи были, пироги были, пироги были, песенку спели. Вот так. Ну, все, Маша, заканчивать, наверное, будем. Это же видео. Что-то я покраснел, как будто вы вот здесь рядом сидите. Вот, действительно, вот как будто здесь рядом сидите. И красный весь стал. Вообще-то Очень хорошо спел. Мне понравилось. редко у меня Вообще. голоса, а ни слуха так нету. Нет, голос очень красивый, всегда хорошо поет. Ну, Мне это- нравится его голос. Ворона тоже говорит, мой сын самый лучший, самый красивый. Нет, у тебя голос красивый. С детства
В детстве даже пел, ездил, так что... О, есть. Ну, давай со зрителями скажем всем пока. Вот так. Нам приятно было, что вы здесь тоже вместе были с нами. Вот такой романтический вечер. Видеорецепт и романтический вечер от нас. Ну все, всем пока, друзья. До новых видео. До свидания, до новых встреч. Пока-пока. Пока. А мы дальше влюбляться. Под За столом. романтику. Да, за романтическим столом. Пока всем. Пока.